Выкупить акции башкирской содовой компании предложил Ради Хабиров. Власти задумались о том, чтобы увеличить долю республики в уставном капитале. Об этом глава Башкортостана заявил на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020». Он стартовал сегодня в Сибае. На форуме подписано соглашение на общую сумму более 10 миллиардов рублей. На месте работает наша съемочная группа. На связи со студией Екатерина Тимиряева. Катя, здравствуй. О чем удалось договориться и какие проекты будут реализованы в республике? Ради Хабиров предложил вернуть контроль над башкирской содовой компанией, увеличив долю в уставном капитале до контрольного пакета акций. Сейчас у Башкортостана 38,28%. С чем связана инициатива Ради Хабиров, объяснил на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2020». Суть предложения была простая – рассмотреть возможность купить часть акций и стать контрольным мажоритарным акционером и, соответственно, уже дальнейшее экономическое развитие и стратегию развития предприятия определять самим. Потому что, все-таки нам здесь чуть более понятнее, может быть, наверное, мы отработаем более глубоко эту историю и, на мой взгляд, совместно с теми же акционерами, но уже, подчеркиваю, управляя стратегией развития предприятия, мы можем идти дальше и попытаться спасти это предприятие. Это критически важно для нас. Инвест-сабантуй «Зауралье» проводится во второй раз. В этом году основная площадка прошла при участии руководства Агентства стратегических инициатив. Обсуждалась тема «Инна-Риджин» – города, в которых хочется жить. Эксперты обсудили создание мобильных и умных городов, которые отвечают всем запросам общества и быстро реагируют на проблемы внутригородской среды. Башкортостан один тоже из первых регионов, который принял большой пакет именно финансовой поддержки субъектов малого бизнеса, порядка 25 миллиардов рублей. И он очень, скажем, логично дополнял федеральные меры поддержки. Максимальное соблюдение интересов общественных групп, бизнеса нам и позволит максимально эффективно использовать ресурсы. Потому что в той ситуации, когда люди, общество работает на интерес, не за ресурсы, мы получаем, сказать, наибольшую эффективность. Но в любом случае будут учитываться интересы большинства. Конечно, да. Что касается привлечения инвестиций, то это лейтмотив форума. У Башкортостана здесь хорошие результаты. В рамках форума подписаны 23 соглашения почти на 10 миллиардов рублей. Ну а объем инвестиций по итогам полугодия вырос на 9% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Кроме того, ТАСЭР Башкортостана насчитывают 59 резидентов, которые вложили в экономику около 3 миллиардов рублей и создали более 2000 рабочих мест. Такие данные озвучила заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерина Кликунова. И это в условиях пандемии коронавируса. Также сегодня состоялось совещание в формате «Инвестчас». Мы думаем о создании новой экономической зоны в другой части. У нас республика очень большая, но, разумеется, это пока только наши планы, потому что до того, как мы не разобьем эту зону и не покажем реальное предприятие, мы, конечно, вопрос не будем. Мы должны теперь правительству России показать: спасибо за доверие, вот, пожалуйста, вот идет рост предприятий. Как только это пойдет, тогда будем идти дальше, искать новые источники роста по всей территории. Также в рамках форума в микрорайоне Горный в Сибае открыли подростковый молодежный клуб «Ирандык». Его посетил глава Башкортостана Ради Хабиров и мэр Сибая Рустем Авзалов. С осени прошлого года шел капитальный ремонт, объем вложений в более чем 30 миллионов рублей. Здесь занимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет. Завтра мы сделаем закладку уже первого камня в будущий круглогодичный лагерь для детей, для того, чтобы здесь, в общем, все дети из Урала, ну и вообще со всей республики могли приезжать сюда и отдыхать в красивом месте со всеми условиями. Вот, коррекционную школу начинаем проектировать. Сегодня будем обсуждать примерно с десяток новых производств. Первый день работы Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020» подошел к концу. Завтра участники форума продолжат обсуждать актуальные вопросы. Кроме того, запланирована закладка камня в круглогодичный оздоровительный детский лагерь. Студия. Спасибо, Катя. Репортаж из Сибая от Екатерины Тимиряевой.